йортларны мында бөтенесі. Ахалыка мероприятие уздырыган не болса тілерге йоқтыр. Вот мен тіге олда Кырбан байрамында бұл елні. Кырбан байрамына айтам, уздыры кенді мында. Тіге оны уздырган де кенді, бил. Қос бермәділер уздырыға Кырбан байрамына. А бик яқшы, а? Сіз бізде сутлашаса, соның için. Ничего себе. Вот причина главная, да. Мене Шамиль тоже, это сам, Вахитов, камера, блин, снимать нельзя. Что, какой секретный завод, вон, да, мероприятие. Арифулов, блин, как раз встреча была, писатель, блин. Снимать нельзя. Керяк особое разрешение. Керяк, значит, аккредитацию. Ну, от руководства, естественно. Да что ж такое, наоборот, халат не исторически керяк больше снимать, больше показывать надо. А вода снимать нельзя. А невыгодно. Образование, блин, это, сейчас тоже без них халат, айзу кыдыр, татар халгы вообще айзу кыбашлады, үзге халыкка караганда. Мен статистику бактым, переписи. Мене мар-2, үзге халыклар, алар нәктер біздер по количеству образованных с высшим образованием, алар татарлардан көбірек. Бізде процесс выше, меньше әлі болды. Ахали үзге идарга. Алышырды бітісі. Біз укырға тырышмайбыз. Пәгамбәріне айтқанды тыңламайбыз. Салейху вассалям. А пәгамбәр бізді нече көретті? Оқығыз, өрәнігіз көбірек. Кемді оқымай, кемді өрәнмей. Білсе Алладан емеш Алла бітісі сізге берір. Шуны күтіп тұралар. Анда әт язған, Алла әт өзін тырышмасаң, мен де сені ярдам етмін. Осы дайлар бізде қалы. И вот, знаешь, қарит еврейларны, аларда бүтінісі бар. Музей бар, аларда театрлары бар, да? Мәктәпләре бірнеше Мәскәүдә бар. Оқыталар яқшы гына, бір-бірсіне болышалар. Бағитмәне, телевидениеда, радиода бір-бірсін тартып тұралар. Бүтін телевидение салалар. А татарлар жоқтыр. Контролируют весь. Татарлар жоқтыр, татарлар да ибтан дашили. Даже программу мусульман яптылар. Вот, ол өзінекен китермейхе кешені. Өзінекен тартмей. Кайгырмей өзінекен. А біз тұрабыз Мәскәүдә, бір-бірімізні білмейбіз. Нәк облыста халық татарлар үсе баралы. Алар үзара йөрішәлер анда. Облыста. Бір-бірсін білелер, солай йөрилер. А Мәскәүдә яңа квартираларда кемдә білмей. Ну, мен Купавланы мен білемін де қарындашларында. Венге ашалар, йөрилер анда. Они в своем районе живут? Да. Ну, по 30 лет, по 40 лет, а Мәскәүдә яңалар килдилер, шундай переселение массовое, тегенде мында, и вот шо. Мында котел. Аралар үзелгән. А бездә бар возможности йылышырга. Сабантуйлар, бездә разные концертлар, тегенде мында йыштыр халыкны. Нәк йылмый халык. Телевидение керек ясага, телевидение без юк безнеке интернетта, радио без юктыр. Ну что, без шундый мискиннәр инде. Бездә бай кешеләр дә бар бит. А бай кешеләр мен ничәне кешене китердем монда, алар айталар, багалар, а кемгә монда акцияны берегез? Кемгә берим? Вопрос правильный. Без елдык Нардуганга, мен Исмаил Ахметов килде монда. Вакыты менә ике коллег отырган истәрәтте, Нардуган уздыралар, имеш. Да? Вакыты китте, ну не солидно. О, сезгә шанарга буламы? Все, буралалар да китәләр. Булай халык бесәк берип тора иде бу. Берәлмиләр. Художниклар безнеке тоже бит, аларның картинасы, җырчылар да шулай ук, бөтенесе музыка. Аларга музыка татарныкы, акция эшләй алмыйлар алар бу акцияга. Тора алмыйлар. Акция алмасак бит, аны ничек урысча йырлыйлар. Урысча бийләр, бөтенесе урысча. Китәләр урыска. Язучылар да безнеке шулай ук. Татар телендә язмыйлар, урысча язалар. Ал китаплар китә, а татарныкы кирәкми. Вот шундый проблема. Ошол проблема белән автономия тиешмән шөгыльләнергә. Автономиянең нияте юктыр, ул акча гына эшли. Вот. Шуны асыдылар йортын сдавать итеп кенә. Вот ничек. Әле, значит, ничек без аларга бардык, ничек сөйләштек, давайте киңәшеп эшлибез, халыкны тегеләй була. Тыңламыйлар, борылып китәләр. Вот пришлось судлашырга. Күбесе мусульманнар әйтәләр, вот ничек үзең это самое, шулай судка барасыз. Да? Между мусульманами, значит, үзегез решать, какой мусульмане. Алар совесларымы бар, тыңлыйлармы сине, тыңламыйлар. Кемне алар тыңлыйлар? Акчаны гына тыңлыйлар.
Шановні у мене суд камеры сидит. Вот. Ну, значит, видите, меня хороший сайт дайте, лучше просто, легче. Значит, подал иск Мин за Москворецкий суд о том, чтобы отменить конференцию от 16 августа 16 года. О, все, 12 года. Киля. Шавкат. Алло. Со двора, давай. Давай. Да, со двора вход-то. Анда Кнопкова. Давай. Дом 5 со двора вход. Направо во двор. Во двор заходи. Да. Давай. Evi bu sebebini tuttu. Ну. Kimler aldı? А? Evi arasında olsa getirsinler evi. Evi aların yanında. Çıkıp, izin çıkıp bakayım diye. А да, может, я бар. Ну, вообще. Так. Вот, наконец-то. Женский голос. Ярко сядь. О, а по киле. Еще 2 члена Килеля. Ну ладно, они в курсе вообще всех дел в основном. Давайте, тизелек. Вы сюда башланды киньте, да, башланды все. Киргиз, давайте. Осторожно. Давайте, вот он да, тишинеге, сестер на алтарыгыш. Так. Тихонечко давайте, я продолжаю. Вот. Суть вопроса вот что, значит. Суть вопроса. Значит, за Москворецкий суд, да, подали заявление за Москворецкий суд, да, о том, что, значит, вот прошла конференция от 16 августа 2012 года, так? Вот, эту конференцию я просил отменить. Почему? Потому что в уставе не предусмотрено членство физических лиц, что было там у предыдущей конференции. Так? Я не участвовал, я был принят в члены конференции, но я не участвовал в этой, я был принят в члены автономии, но не участвовал в этой конференции. Почему-то так меня не приняли, не включили никак, да? А на следующий за Дамиром шла. Вот по сути дела. Почему? Да, но нет, вот я говорю, суд я подал. Вот. И по этим причинам я подал в суд и сказал, что прошу отменить решение конференции от 16 августа 2012 года. Вот. А кто не знает, могу дополнить. Значит, 25 мая 2012 года прошла конференция. Тихо. Давайте, быстро. О. Давай, спокойно, тихо. Значит, 25 мая прошла конференция, которая, значит, это самое, здесь была организована Дамиром Сержидином, там еще там группой татар, так? Вот. Там на этой конференции был принят новый устав, где было обеспечено членство для всех физических лиц, так, в том числе, так? Там было принято 24 автономии, входило в эту автономию, так? 24 местных автономии. И плюс были приняты 15 физических лиц. Вот это преамбула. Вот. После этого, 16 августа, была проведена конференция группы Акчурина, где участвовало всего 3 члена автономии. Это автономия Западного округа, Юго-Западного округа и Южного округа. Вот 3 автономии всего, 3 члена. Вот. Которые, вот, почему? Поэтому я говорю, что это незаконно. Значит, суд за Москворецкий принял решение в нашу пользу отменить эту конференцию напрочь. Тогда Управление юстиции Москвы подало апелляционную жалобу. Ну там и продлить срок и так далее, рассмотреть и так далее. Там все это. О том, чтобы отменить вот это решение. И автономия подала. Но, конечно, они подали с большим опозданием. То есть вообще положено через месяц после принятия решения. Управление юстиции не ходило на заседание суда, но, значит, получило извещение о том, что такое решение принято из моего письма от февраля месяца. Но они подали не в феврале, они подали еще только в июне месяце. То есть они настолько протянули все сроки, но им разрешили продлить процессуальный срок.
и рассмотреть апелляционное определение. И вот в Мосгорсуде, когда на апелляции, значит, они пришли, это их желание было исполнено. То есть отменить решение Замоскворецкого суда. Вот. Вот теперь я подаю кассацию на решение Мосгорсуда, вот на апелляцию на это. Вот я ее зачитываю. Вот президиум Московского городского суда от Искандерова и так далее, значит, и ответчик и так далее. Значит, кассационная жалоба об отмене определения в апелляционной инстанции по гражданским делам Мосгорсуда, определение Мосгорсуда 26.10.2015. Вот, апелляционное определение Мосгорсуда 26 октября по делу такому-то об отмене решения Замоскворецкого районного суда от декабря 2014 года, в соответствии с апелляционными жалобами региональной общественной организации Татарской национальной культурной автономии города Москвы и Главного управления юстиции. Ну, здесь я просто-напросто пишу, что произошло, и выражаю свое несогласие с этим апелляционным определением по таким-то причинам, по следующим обстоятельствам. Первое, вот у меня прям по главам. Законодательство и практика о членстве физических лиц национальных культурных автономий. Ну, прежде всего, значит, допускается это или не допускается. Вот там говорится, ссылка, значит, в определении, там опять листы дела, все. Там говорится, ссылки на статью 8 от Федерального закона об общественном объединении, в частности, указание на возможность физического лица быть членом общественной организации и принимать участие в ее деятельности судебной коллегии проверено. Однако данные требования закона указывают на возможность участия физического лица в деятельности организации в соответствии с ее уставом. Однако в данном случае пункт 4 устава автономии Москвы предусмотрено участие в деятельности организаций только местных татарских национальных культурных автономий, что не является нарушением действующего законодательства. Вот так пишут судьи. Так? Но действительно, действительность оказывается другая. Вот. Значит, там по закону написано, могут быть, именно в этом законе, физические лица и юридические лица. Вот, стоит знак «и». И юридические членами автономии могут быть. То есть организации физические лица. Да. Вот. Значит, это действительно эта формулировка допускает двоякое толкование. Значит, и, значит, ну там или не сказано, и просто и. Вот. Однако в случае физических лиц создаются союзы. Вот есть в случае отсутствия членов физических лиц, там есть форма, называется союз общественных организаций. Вот. Там действительно только общественные организации создаются, и называется это союзом. А в данном случае автоном является общественной организацией. Это разные вещи, разные организационные формы. Дальше. В статье 1 Федерального закона о национальной культурной автономии сказано, что национальная культурная автономия в Российской Федерации – это форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан, не кого-нибудь, а граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов, сохранения самобытности, развития языка, образования национальной культуры. То есть здесь говорится о гражданах. Здесь прямое указание уже, да? Вот. В самом деле, каким образом могут самоопределиться граждане, если на территории их проживания отсутствует местная автономия? И создать ее они не имеют возможности. Вот нет местной автономии, допустим, в моем районе. Но я хочу себя как-то это самое, вот, реализовать. Для этого иду и поступаю в региональную. Да, мне не предоставляют. Дальше. Аналогичное определение содержит в статье 117 Гражданского кодекса Российской Федерации. Общественными и религиозными организациями признаются добровольные объединения граждан, опять сказано, в установленном законном порядке. Вот. Подтверждением тому является наличие членства физических лиц в уставе, находящихся на более высоком уровне, скажем, федеральной национально-культурной автономии татар. Там тоже есть указание на членство физических лиц. То есть федеральный есть, региональный нет, почему-то. Понимаешь как? Вот. Дальше. Материалы дела также имеется разнесение третьего лица, то есть главного управления. Они нам написали письмо, выступающего на стороне от ответчика, как раз против нас. Из письма заместителя ГУ Минюста Герчиковой от 18 мая сказано,
что в соответствии со статьей 1 федерального закона, вот о национальной культурной автономии, национальная культурная автономия осуществляют деятельность в организационно-правовой форме общественной организации, членами которой являются физические лица, граждане Российской Федерации. В связи с этим положение устава автономии должно применяться с учетом вышеназванной нормы закона. Дальше. Это также подтверждается письмом департамента по делам некоммерческих организаций. Я туда написал письмо и получил ответ, что то же самое, подтверждается. Членство физических лиц должно быть. Ну, примерно такая же содержание. Вот у меня даже есть письмо. Формулировка такая. Вот первая глава. То есть по закону мы имеем право быть членами автономии, физические лица. Второе. Нарушение моих прав, вот личных, да? О. А узаконено каким законом? А? Каким законом? По автономии. Закон о федеральной автономии, о национальной культурной и общественных организациях. Два закона есть. Дальше. Нарушение моих прав. Как указано в апелляционном определении, я подал заявление, был принят член РО ТНК как физическое лицо в соответствии с действующим на то время уставом. Вот вы тоже, да? Вот. Абзац 6 статьи 19 Федерального закона гласит об общественных объединениях. Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия выбытия из членов общественных объединений по возрасту, определяется уставами соответствующих общественных объединений. Эта норма закона не была учтена при проведении конференции от 16.08. То есть, за счет чего меня выгнали вообще из организации? Я был, и вдруг меня нету. То есть это должно быть как-то, да, или решение было принято. Тем самым я был лишен гарантированной статьей 30 Конституции Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона об общественных объединениях права на объединение, восстановление которого требует в судебном порядке. То есть лишен, да? В аналогичной ситуации оказались 15 граждан физических членов и 29 местных татарских национальных культурных автономий, юридических лиц. Вот, не только я один. Являющихся до момента регистрации результатов конференции членами автономии. 3 глава. Нарушение по материалам и госрегистрации конференции от 16.08.2012. Вот здесь уже уголовщина пошла. Проигнорировано наличие зарегистрированных 29 июня 2012 и действующих на тот период решений предыдущей конференции от 25 мая 2012 года. Я об этом говорил. И есть вот у меня приложение ЕГРЕ, вот такая бумажка, где, значит, данные о всех юридических лицах зафиксированы, да? Вот сейчас я найду, она очень интересная. Проломасова горы. Так, 8. Так, это ЕГРЕ у меня. Сейчас, где-то она здесь должна быть среди этих всех. А вот она. Так, вот. Вот такая ЕГРЕ. Это значит, вот заказываешь и получаешь. Но, правда, не все. Вот здесь написано все об этой организации. Когда она была, кто там был в ней, значит, когда она перерегистрировалась, да, кто был у нее председателем в какое-то время, да. Это все здесь есть. Вот. Это можете посмотреть, если кому интересно. Вот. Вот. И вот что значит, смотрите, значит, вот у нас есть ЕГРЕ. Она есть у меня в деле. Не просто так, она там была в деле. Так, члены Совета, принявшие решение о проведении конференции, приложение 8. Вот это вот протокольчик, есть бумажка. У меня вот протокол заседания Совета вот, от Тюринского. Они приняли решение о провести конференцию. А кто же члены Совета? Актюрин, Мухамятов, Абясов, Избердиев, Хусаинов, Шакиров, Ахтямзян, Галимов и так далее. Фарисов и так далее, да? Вот. А здесь написано, что члены Совета, согласно пункту 2, так, принявшие решение, согласно пункту 5.2 Устава, таковыми не являлись. Избранными на предыдущей конференции от 25.05.2012. То есть у нас же есть протокол предыдущей конференции, приложение 9. Вот. А здесь, кажется, совсем другие фамилии члены Совета-то. Раз она действовала на тот момент, значит, эти-то, это подложно. Да. Понимаешь, они не имели права принимать решение о проведении конференции.
Вот ведь в чем хитрость. О, подожди. Это кем подлог? Кем? А? Кем был подлог сделан? Нет, подожди, вот еще раз объясняю. Еще раз, Вот, это первая бумажка. Что было на момент? Это первая бумажка только. Первый вот факт. Вот смотри, вот приняли решение провести конференцию в августе. Одни люди. А членами совета были другие в этот момент. Их же еще никто не выбирал. А вот были члены. Да. И там ты тоже вроде есть, Шабидин. Да? В совете. Вот, автономия. Самозванцы, вот это. А 25-го года. Значит, вот это-то уже фикция. Это фикция, да. Конечно. Натурально? Натурально. Натурально, да. Вот следующая фикция еще есть. Числящие членами РОН ТНК до 16 августа 29 местных автономий и 15 физических лиц. В составе делегатов конференции, участников собраний по их выдвижению не указано. У нас есть протокол, тоже нет никого. Так, не указаны. Дальше. В протоколе конференции еще до проведения выборов председателем РО ТНК указан Акчурин, сделав по приложению 6. Ну, вот скажем, вот у нас приложение 6. Вот. Вот написано, вот протокол, они конференцию создали. Выступает, докладывает председатель РО ТНК Акчурин. А в это время он не был председателем. Вот в это Егорел, гляньте, был Абкадыров, числился. И опять фикция. Опять фикция. Вот бумажка, документ. Так, дальше идем. Какой-то цирк. О, это цирк, вот просто. Как это все работает? Вот, дальше. Материал конференции полностью отсутствует упоминание о предыдущей конференции, в том числе на титульном листе устава, сведениях о его изменениях и дополнениях, приложение 5. Вот там вот обычно вот когда Минюст устав, доверяет. Да. он Но же не проверяет. проверяет, не проверяет. Вот, Вот приложение, вот устав, да? Здесь написано, вы же принят на такой-то изменен там-то, там-то, там-то. А то, что 25.05 изменился, здесь нет ни слова. Да, Ну, всё выше правильно. указанные лица, которые после, то есть в этой конференции состояли, их не Они было. отсутствуют, Ну вот. как физические Да. лица. Вот ведь что получается. Значит, это тоже подделка, да? Дальше. Для новой госрегистрации в ГУ Минюста должны были быть представлены подлинники документов предыдущей регистрации. То есть подлинные свидетельства о регистрации и так далее. Вот. Вот еще кто-то, наверное. Одну секунду. Алло? Да, привет. Ну, ради бога, если ты не хочешь сама себе завести счет, что ли? Ну хорошо, фамилия, имя, отчество только, точно напиши все. Ага. Давай, ладно, ага. Все, давай. Так. Для новой регистрации вот требуются вот эти подлинники документов. Но прежними руководителями они для этих целей не выдавались. То есть Дамир Шарждинов не выдавал там, еще кто там был, там Мосин, то есть не выдавались. Как зарегистрировать могли такие вещи? То есть фактически все документы конференции от 16 августа сфальсифицированы. Это часть 1 статьи 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уголовное преступление. Наказание, да. Что не выявлено при госрегистрации и не учтено судом апелляционной инстанции. Вот. Ну это серьезно уже, это нарушение. Не рассмотрение. Дальше. По факту проведения, 4 глава, по факту проведения самой конференции, вот, было ли вообще, имеются следующие признаки, нарушающие положение статьи 15 об общественных объединениях. Деятельность общественных объединений должна быть гласной, а информация об их учредительных и программных документах общедоступна. Это в законе написано. Значит, конференция прошла в тайне от татарской общественности, публичных объявлений не было, это мы все можем засвидетельствовать. Местом проведения был указан Московский дом национальности, а не находящийся в ведении РО ТНК Татарского культурного центра, где имеются все возможности. Московский дом национальности факт проведения на его территории конференции не подтверждает. То есть у меня нет бумаги, чтобы она была. На официальном сайте РО ТНК до сих пор не опубликованы какие-либо свидетельства о проведении конференции и ее результатах. Фотографии, статьи, устав, решения, выборные органы и прочее. То есть ничего нету. Где фотографии хотя бы с конференции? Ничего нет. С Дамировой есть, с этой нету ничего. Вот.
А и кто руководит корреспондентов. в этот период? Кто руководит? Ну как-то, это вот Акчурин, Не, ваш друг? Нет, Акчурин руководит автономией. Нет, в это время как раз не Акчурин взял, там Абубакаров, что ты говоришь? Нет, он ушел после Дамира-то, вот это Абдулкадыров. После него Акчурин председатель автономии. Вот. А написано и заявление, где Акчурина? О чем? О том, что он бросает. Выходит. А это потом уже, Это потом. уже потом. Это вот сейчас про это. Вот мы говорим по факту проведения вот этой конференции, Акчуринской. Так, нету никаких, имеются признаки того, что конференции вообще не было, о чем сообщали некоторые числящиеся на бумаге участники в личных беседах. Они лично говорят, но говорят, на суд не пойдем. Вот. В апелляционном определении написано также, что со стороны участвующих в 6-й внеочередной конференции региональной общественной организации Татарской национально-культурной автономии Москвы делегатов, со стороны делегатов возражений относительно порядка ее проведения не поступало. Опять. Между тем, узнав об изменении в регистрационных документах РОТНК, две местные окружные татарские национально-культурные автономии Южного и Юго-Западного округов, вот, 2 члена из 3, 30 июля 2013 года подали заявление в Москворецкий районный суд об отмене всех решений по всем вопросам конференции 16.8. Вот. По причине отсутствия их представителей, лист дела такой-то, опять в деле все лежит, ведь вот в чем дело. Судьи-то не смотрят, оказывается. По данному заявлению было заведено дело какое-то, заметив, что это 2 из 3 членов, якобы участвующих на конференции согласно протоколу, приложение 6. Вот такому протоколу. Так. Впоследствии это заявление было отозвано, но только 20 февраля 2014 года, по невыясненным обстоятельствам. Вот надо было собрать и допросить. Ребят, вы в своем уме? Чего вы писали? Пусть они скажут, что они хотели. Либо шантажировать Акчурина хотели, либо на самом деле не было конференции. Два Одно из вопроса. двух. И по обоим они получают срок. Вот. Дальше. Представитель национальной культурной автономии Юго-Западного округа по доверенности за подписью присяги Хусейнова на том суде выступала некая Химачева Ольга Алексеевна. Здесь у меня есть его доверенность. Так, Химачева. Ну что интересно. Который сейчас, согласно апелляционному определению, выступает по доверенности с противоположным требованием. Уже от имени автономии. Та же Химачева. Вот, она подавала заявление о том, что они не согласны с решением суда. От имени автономии. Вот. Как и ее доверитель, председатель автономии Юго-Западного округа Хусейнов Адвер Умарович. То есть он сначала подавал, что ее не было конференции, теперь он вдруг понял, что она была и надо ее защитить. Вот. Ну, это же надо допросить хотя бы людей. Вот. Член Совета РОТНК. Было бы полезно узнать, что они имели в виду тогда и сейчас. Таким образом, вызывает обоснованное сомнение сам факт проведения конференции 16.8. 5 раздел. Возражение против решения Замоскворецкого суда 23.12.2014, который присудил в нашу пользу, значит, решение. Как следует из всех текстов апелляционных жалоб третьего лица, ну это третий вот Минюст, и ответчика, это РОТНК, это автономия, на решение Замоскворецкого суда, восстанавливающий мои законные права и права моих товарищей на членство в РОТНК, претензии сводятся к участию на суде Сержидинова Дамира в качестве представителя ответчика. От имени автономии он там выступил, я говорю, да. Признав, что требования истца в полном объеме. При этом выдвинутые мной указанные выше требования и факты, имеющиеся в деле, никто не отрицает. Вот у них только вот то, что Дамир там был, вот это вот все надо отменить по этой причине. Вот. Третье лицо первоначально несогласие с решением не выражало. Вело переписку по нему. Вот. Опять есть у нас в деле, все эти документы есть. Вот. 8 мая ознакомилась с делом и так далее. Вот. С момента ознакомления с решением, установленный статьей 321 части 2 ГПК, месячный срок на подачу апелляционной жалобы ему был превышен в более чем 4 раза. Третьим лицом. То есть 4 месяца они, значит, думали, подавать жалобу или нет. Вот. С 18 февраля
даты передачи Минюст копии решения до 22 июня. Вот, когда фашисты напали как раз. Даты подачи заявления за Москворецкий суд. Опять лист дела, все это есть. Последовавший после письма Минюста. А Минюст, они же нам что делали? Вот здесь вот у меня не написано это все это. Значит, они сначала сказали нам, вы знаете, что вот протокол той предыдущей конференции там на суде над Дамиром, там он уничтожен, это не годится, не можем зарегистрировать. Вот. Нет, сначала они сказали не так. Они сначала сказали первое, ну вот вы решение приняли, а как нам его исполнить? Мы не знаем. То есть нам нужно было получить определение суда о том, что путем перерегистрации вот это решение исполнить. Потом они говорят, ладно, вот мы получили, что перерегистрация, а протокола-то нету. Мы пишем письмо в Минюст. Как нет? Он же должен быть. В Минюсте-то там все это хранится в архиве. И главное, Минюст говорит, что нет проблем, ребят, все нормально, можно. После этого только они решили вот это решение обжаловать. То есть они с решением-то были согласны. Сначала выдумали причины, как его не выполнить, а потом его решили обжаловать. Вот как вот могут суды так поступать? Вот. Это такие судьи, квалификация судей. Дальше. Сержидин Дамир Османович прибыл в суд по судебному извещению, направляемому в автономию, по юридическому адресу автономии, где он находился и в некоторой степени исполнял функции председателя автономии. Он сидел там? Сидел. Письма получал, которые шли на адрес автономии. Об этом свидетельствует переписка с ГУ Минюста от имени автономии с использованием бланка и юридического адреса. Он писал от имени автономии с Минюстом, общался в это время. Сержидинов ДО представил на суде первой инстанции протокол конференции от 21 декабря 2013 года, дело которое он успел провести, избравший его председателем, заверенной печатью автономии. Так? Вот. О факте этой проведения, этой конференции имели свидетельства в виде фотографий, статьи, а также других материалов на официальном сайте РОТНК, копии которых находятся в интернете у нас, вот, на нашем сайте. Кроме того, Сержидинову было передано заявление председателя автономии Акчурина, он же им передал, об уходе со своего поста, написано им собственноручно. Документы конференции от 21.12 вместе с копией указанного заявления были сданы в Минюст для регистрации, но не зарегистрированы. Минюст отказался их зарегистрировать почему-то. Так? То есть Минюст знал, что у нас нет председателя. Вот. И так далее. В период рассмотрения дела в суде первой инстанции председателем РОТНК по-прежнему числился Акчурин, хотя он давно находился в отставке по этой причине. По поводу других представителей РОТНК, не относящихся к татарскому населению, имеется сомнение. Вот эти вот как раз девочки-то, они сами-то не ходят никто. О чем я заявлял на суде в апелляционной инстанции Мосгоссуда о восстановлении процессуального срока. Были предъявлены доказательства подделки и подписи руководителя доверенных представителей РОТНК Сыровой и Химачева. Вот здесь можете сами убедиться. Я тоже подготовил этот документ. Вот. Сейчас это вот. Вот это вот, кстати, вот протокол, вот, видно, что Химачев участвовал на заседании суда вот против автономии. Вот она. Вот, это на стороне тогда вот этого Хусаинова. А вот видите, вот здесь вот подписи под доверенностями, вот Акчурина, и подпись самого Акчурина. Вот видно, что они не похожи. Вот. Вот это не Акчуринская. Вот это Акчуринская, вот Акчуринский, а вот это вот Все правильно. за это него не подписано. Акчуринская. Вот. За него подписал Хусаинов наверняка. Ну вот. Нет, какое дело. Пусть проверяют. Вот. Будучи председателем автономии, Акчурин отозвать эти доверенности не мог, так как, возможно, он об их существовании не подозревал. Просто-напросто. Без него подписали и все. Члены Совета РОТНК, избранной на конференции от 16-8 заседания, судов не присутствовали. Другие подтверждения подлинности доверенности в деле отсутствуют. О двоякой роли Химачевой сказано выше. Ну вот, сказано было лучше. Дело в том, что там и некому было подтверждать доверенность. Раз не было председателя, некому и подтверждать.
Автономия была без председателя, а все остальные члены, они не имели права подтверждать доверенности. Вот в чем дело. Вот. Вот, дальше. Значит, и вот вывод такой, что наряду с сомнительностью доводов, изложенных в апелляционных жалобах, участие судья Сержидинова или других лиц от имени ответчика являлось формальным признаком, так как это не могло повлиять на решение Замоскворецкого суда, восстанавливающего мои законные права и права моих товарищей на членство в РОТНК. То есть участвовал бы Дамир или другой бы кто-нибудь это самое. Все равно, потому что права-то законные. А апелляция, она, как правило, она вот формальные признаки отметает и смотрит на суть решения уже, апелляция. Вот. А по формальным признакам отвести решение нельзя. Вот. Вот. Из текста апелляционного определения протокола видно, что суд уделил недостаточно внимания изучению вопросов нарушения моих прав конференции от 16 августа, ее правомощности, сосредоточившись на действиях Сержидинова. Многие из излагаемых стороной истца факты не были учтены. Зато подробно рассматривался приговор мирового судьи 16.11.2013, который к рассматриванию его прямого отношения не имеет. Ну, то есть там о Сержидинове там суд, там вот почти половина этого самого, большая часть этого вот они рассматривали, хотя Сержидинов уже давно оправдан, уже все, это дело закрыто, и Сержидинов оправдан. Какое отношение оно к этому делу имело? Никакого вообще. Вот это приплел Минюст причем. Вот. Обычно на суде вот все лишнее отметают. Он нам говорит, вот это лишнее не говорите, не говорите, не говорите, судья. Вот. А вот это они, значит, подробно рассмотрели. Судимость по нему снята, ссылки на него третьего лица опровергнуты, упомянуты в разделе 5 письмом за подписью директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюст Титова, заключившего оснований для неисполнения решения Замоскворецкого суда города Москвы от 23.12 и определения Замоскворецкого районного суда города Москвы там не усматривается. То есть это вот в том, чтобы отменить эту конференцию. Отметим, что как в апелляционных жалобах, так и в ходе судебного заседания представитель третьего лица и ответчика аргументов, опровергающих законность требований истца, не выдвигали. Копии доверенности представителя третьего лица Милеевой вообще в деле нет. Фамилия и инициалы моего представителя Хасавова Дамира Загировича искажены в апелляционном определении и протоколе. В результате судебного рассмотрения правильное по существу решение суда первой инстанции отменено только по недостаточно обоснованным формальным соображениям и не отвечает требованиям части 6 статьи 330 процессуального кодекса. На основании изложенного, руководствуясь статьями такими-то, прошу отменить апелляционное определение Мосгорсуда, оставить решение Замоскворецкого суда о признании недействительных всех решений по всем вопросам конференции в силе. Вот и все. Вот примерно такая вот кассация. В принципе, можно ее и в интернете опубликовать. Ничего такого секретного здесь нет. Все открыто. Вот. Поэтому нам скрывать нечего. Вот. Вот теперь я это заявление отнес, подал. Вот будем смотреть. К сожалению, татарских у нас юристов не нашлось, которые могли бы помочь. Пришлось все это делать самостоятельно. Вот. Ну, вы настолько грамотны. Бесплатно. Ну так извините, у меня Я надеюсь, ну нет, это есть тонкости. это вести до конца. Вот. То есть, а? Ну, асхамдулля, без энергии нам. Ну вот видишь, вот я просто говорю, что некому подсказать даже. Вот идешь в бесплатную консультацию юридическую, а тебе мы не будем, да вот давай заплати, тогда мы тебе будем это самое смотреть. На все. А сколько надо им платить? Как минимум 6,5 тысяч. Я однажды заплатил 3 тысячи. Ну подожди, ну почему ты один? Все собрали. Ну да, вот я буду ждать, собираться. Там это самое. Я в одном месте заплатил, меня прислало решение. Я посмотрел, там с ошибками все написано, грамматическим даже. Ну вот. Я все исправил и подал сам, все прошло. И мандат уж не дожидался. Я отдал там двоим, обещали, но так вот и ничего не сделал. Слушай, можно я внесу предложение? Да. Сатар племянник, юрист. У кого? Ты не имеешь с Сатаром таких близких отношений? Ну так имеем, но так он же не предлагает. Ну он не предлагает, он не предложит, зачем ему надо. Ну вот, надо же, чтобы у нас свои юристы сказали, у нас вот такое дело. Он в интересах вообще татарской автономии или где? Боком нет, он написал заявление о приеме. Вот.
Теперь, значит, задача наша. Вот еще я получил вот дополнительно письменный вариант письма Минюста. Где-то у меня это сам чемодан. Вот. То есть, вот я то, что говорил, Минюст вот мне прислал в письменном виде именно то решение, что они подтверждают членство вот недавно совсем, буквально вчера. Вот. Вот оно. Вот последнее письмо. И то же самое, Минюст уже подтверждает, головной Минюст, что членство должно быть. Вот, несмотря на решение суда, мы с чего начали? Мы начали с того, что мы сейчас собираем заявления о членстве, со всех. Вот. И эти заявления мы должны всучить автономии. Если вот просто отнесешь, они могут взять, а потом выбросят. Они так И не делают. ответят тебе. Да. Поэтому это надо отправлять заказным письмом с уведомлением, чтобы у тебя на руках была бумажка о том, что ты сдал. Поэтому мы делаем это централизованно. Перечень. Да. Такого числа. Хасян Аханов, вы, кажется, не заполнили. Заполнил. Еще раз У заполните. меня же да. есть это все у Абясова. Вот. Где Абясов? Я его должна поймать. Какой У него Абясов? даже юрист. Равиль? Что-то его никто не знает. Я ничего не Что за Равиль? Мы господина Абясова не знаем. Мы Нет, только- у нас Абясов много. Равиль Абясов. Так, Вы знаете вы все? Он все Ну, время тоже, был по-моему, под руководитель Акчуриным. какой-то автономии. Но если человек подокчурен, тогда уже все ясно, кто он такой. Ну, Он вас- был, да ничего, нормальный он. Вот, Это Восточный собрание округ. этой да. Восточный округ. Не ломайте голову. Я поймаю его и... Ну, не важно. Дело в том, что они-то ничего, они же эти заявления не подавали. Вот, сейчас задача собрать максимально вот эти... Почему мы сейчас этим торопимся? Потому что И нужно заявление у Да. него взять. после этого еще дальше идет дело. В сентябре зарегистрировали Фарисова ИО председателем ИО. автономии. Цирк продолжается. Зарегистрировал Минюст опять, ИО председатель, с правами председателя. На основании решения Совета автономии от 5 апреля. Вот. Мы смотрим на Сабантуев, Фарисов был представлен не как это председатель автономии. Там был Хусаинов представлен как Да, председатель да, автономии. да, У меня есть видео. Да, Да? да, да. Вот. Опять подделка. Вот. И потом, Совет не имеет права его назначать председателем автономии. Ну как же так? Ему все юридические все полномочия представлены. Неизвестно на какой срок. Конечно. Вот. То есть он может проводить, может не... То есть это решение незаконное опять. Председателя может избирать только конференция. Да. Его могли временно назначить Или исполком, или председателем конференция, с да. ограниченными правами, там, вести собрание и так далее. А может печать в руки, счета и все прочее. И вот он сейчас ходит, делится опытом везде, значит. Я тоже подал в суд и по этому делу. Вот, дополнительно. Вот. Вот получается такая катавасия. Вот. И теперь, значит, поскольку это решение незаконное, они будут стараться это узаконить. Каким путем? Провести быстро конференцию, да? И все, и выбрать его председателя. А как проводится конференция? Приглашают всех, кого желают. Мы уже видели По это ложным все. спискам. Да. И все, и поднимают руки, даже в прессу пригласят, все там, пожалуйста, есть уже. Все, до свидания. Да. Вот. Теперь, вот если у нас вот эти заявления, они поданы, да? Вот. После этого, да, когда они поданы заявления, Да. мы, узнав об этой конференции, обращаемся с жалобой в Минюст. Мы подали заявление, нам не ответили, так? Вот, считаем эту конференцию незаконной, прошу не регистрировать. Первое, или в суд там, неважно, уже есть право. Вот. И пусть попробуют они нас опровергнуть в этом деле. Вот. Вот это вот нужно обязательно для того, чтобы вот не застолбили. А во-вторых, надо набирать численность. Я считаю, что Фарисов тоже может набрать численность вот таких же членов, если он захочет. Конечно, конечно. Вот. А? Эти заявления где хранятся, у кого? Эти заявления у Фарисова, которые подписаны уже у Фарисова. Вот эти. Да. А зарегистрированы где-нибудь или нет? А это мне не важно. Ты всё. Я получаю уведомление о том, что получено. Я даю письмо Вот я с написал описью. заявление, допустим. Сейчас как оно будет зарегистрировано? А если он не зарегистрирует, это его проблемы. Он должен тебе ответить, что я не регистрирую по таким-то причинам. Ответить должен. Официальной бумагой. Да. И Если у поставить тебя нет, если подписи по и телефону поставить скажет, это печать. тоже не считается. Он должен официально уведомить. Я не регистрирую по причине такой-то. Там что-то ты не додал там или еще чего-то. Все. Или это бандит. Вот. А раз
проходит месячный срок и нет ответа, извините, я являюсь уже членом. Гайр Эфенди, сколько уже членов Синджиган? Нет, вот я отправил первую партию писем, 28 штук заявлений. Ага. 28. Вот. Этого уже достаточно, чтобы судиться. Но все равно заявление нужно иметь. Потому что что стоит, допустим, если они, конечно, головой работают, им ничего не стоит. Набрать, вот сколько они пригоняют людей, всем дать бумажки или за них написать и принять сразу же. И тогда получится счет уже в неравном. Там придется подписи уточнять, еще чего-то. Это длинная песня. И чем больше сейчас у нас будет заявлений, они нам нужны все равно члены. В любом случае. Автономия не может существовать из 5 членов. Там должны быть 1000 членов. Они должны контролировать каждый шаг этой автономии. Зал должен, дом должен гудеть. Халыктан, без них халыктан. А не сдаваться направо-налево. Ну и должен прибыль приносить, конечно, автономии. Опять надо подумать, как. Вот. И вот уже сейчас переход ко второй части. Что делать дальше? Вот власть получили. Допустим, выиграли дело. А что дальше? Значит, нужно срочно проводить конференцию. Это первое. Потому что та прежняя конференция, Абдкадыров, который ушел уже, да, тоже не годится. Значит, нужно опять собирать конференцию. Но нужно еще, чтобы и люди там участвовали, чтобы больше было желающих. Вот. Провести конференцию, нормально назначить людей. Там тоже не все чисто же. Там тоже вот можно еще судиться. Вот. Но это сложнее. Быстро провести, чтобы максимально гласно, максимальное участие автономии, максимальное участие людей. Все. Чтобы ничего не скрывать. Тогда уже хаклар был массы энергия. Вот на все. Вот. И после этого, вот провести конференцию и давайте решать. Значит, выборы председателя. Опять, председателя я предлагаю, надо на конкурентной основе. Конечно. Несколько председателей, желающих, да, скажут со своей программой. Вот я могу вот это сделать, это предлагаю, это предлагаю, это предлагаю. И также члены совета. Вот как везде всегда, скопом, давай, 15 человек, там 30. Каждого надо обсуждать. Вот. Подходит этот человек, не подходит, чего он сделал, ничего не сделал. А то бы сделал, вот давай вот так вот, валом. И они ничего не работают, ни черта. Вот. Поэтому вот такое дело. То есть нужен председатель, чтобы вот это вот был выбран. Может быть, на маленький срок сначала, да, там, чтобы, допустим, чтобы у нас там. Сейчас главная задача номер 1 перед конференцией должна быть поставлена такая: собрать максимальное количество татар. Вот. Как хочешь, собирай. А Сузлаевский дом, значит, пожалуйста, барям народ, дорогая, там сколько залов есть, все должны быть использованы. Свободен? Ну, пожалуйста, барям уже, хоть на 3-м этаже, хоть на 4-м, то и ларус, дорогая. Спортивный зал есть, да? Оздыргазгана. Кафе. Значит, да, вот эти все кафе, которые сейчас здесь сидят, они все незаконные. Мы получили дом Асадулаева с таким условием, что мы никому сдавать не имеем права. А они сдают. Они сдают. Все эти левые организации. Все сдают. Мясной магазин, все палатки, все ресторан, все это сдают. Значит, Министерство управления имуществом президента достаточно прийти, посмотреть на этот договор и сказать: ребята, мы у вас отбираем этот дом, потому что вы его используете нецелевыми средствами. Все. А сколько там кружков? Да у меня на сайте 30 кружков уже перечислено, уже там написано было. Вот. Значит, как надо поступать? Ресторан, значит, ресторан должен быть. Это новая организация, зарегистрирована под учреждением автономии. Автономия должна ее учредить, так? И контролировать ее деятельность в какой-то степени, так? Обязательно. Это первое, так? Мясной магазин, то же самое. Под эгидой автономии мы можем, допустим, мясо из Нижегородской области завозить, завозит народ, да? И продавать, и дешевле продавать. Я могу, в принципе, как бы я Да. в данный момент являюсь менеджером халяль продукции. Ну вот. Могу... Но ты видишь, цены в магазине Ну, большие. это бешеные цены. Бешеные. Цены Зачем нам вообще. такие цены? Мы можем сделать дешево, у нас очередь будет стоять. Понимаешь? У Руслана Килерля с удовольствием. Вот, Халял. Да? вот. А у меня на праздник эстергекуэга нету халял. Вот. Без проблем. Ну вот видишь как, вот уже связи пошли, видишь как, вот если Целый завод находится А в кому сейчас Ивантеевке, принадлежит этот халяль магазин? продукции.
Магазин Это София вот этот принадлежит, но София. платит лично Хусаинов, по-моему, деньги. Больше никуда. Он туда и платит. Больше ничего там Сама, нет. да. Вот. А Визгана, что платил автономию. Вот так потихонечку акция жила обора, правильно? Концерты тоже можно сделать некоторые платные. Ну что 200 рублей заплатить, но пусть артисту будут на костюмы-то деньги нужны. Все правильно. Они же не могут вот ходить вот с подтянутой рукой. Им будет престижно выступать здесь. Но мы же не можем вот все сделать на халяву. Но с другой стороны, надо помочь старикам. У нас один, вот у меня с теткой, вот я со своей столкнулся. Одинокий человек, вообще нет никого. В Питере. Некому помочь. Значит, Андрей Кислярный, мы сможем как-то взять, значит, под свое крыло. Понимаешь? Похоронить достойно. Ты знаешь, это самое, как Кишицек, да? Варяма здоровья. Вот и все. Вот тоже это очень важное дело. И вся оптазора иногда, новости. Вот так постепенно, вот, Халык Беджиелава начинает доверять после этого, начнут доверять, вот, да. Вот автономия сделала, вот это в карман, все, вот, после этого и богатые подтянутся. Да? Вот и все. А так-то как подтянешь людей? И мы сами будем готовы сдавать деньги. Ну, как бы Вот. все прозрачно. Членский взнос. Должен быть взнос. Член, если ты член, ты должен вносить деньги. Обязательно. Или вы как-то помогаешь, но ты член. Ты не хочешь быть членом, ну ходи просто так. Но раз ты хочешь, чтобы выбирать, участвовать в этом деле, ты должен хотя бы в год 500 рублей заплатить. Я думаю, это небольшая сумма. Но вы лагаки какие-то. Сейчас мы вот бесплатно все это делаем. Вот. И, конечно, нужно зафиксировать и адрес человека, все полностью, с ним в контакте быть. Сделать, например, карточки, членские билеты в виде карточек магнитных, да? Значит, он идет, этот член, в магазин, ему скидка сразу. Туда идет скидка на концерт, скидка, на это скидка, да? Короче, на автономию должен чувствовать. Вот в нашем магазине даже, вот. Да. А как? 10% скидка. Ну, договориться надо все, в ресторане, в магазине, 10. где хочешь. Вот. Самый, это, Вот. так, Тогда будет стимул у людей идти туда, это самое. В баню там еще где-нибудь, может быть, еще свои бани откроем. Ну и есть грандиозный проект еще. Вот. Грандиозный проект — это вот воссоздать татарскую слободу вот здесь, вот в этом районе. Она была и есть. Ее называют татарская слобода. Значит, нам нужно свой театр, музей, может быть, баня татарская. Полсына. баня-то есть. А? Баня-то есть. Ну, полсына татарская. Не дейся. Ну так. Мираж. А? Соколиная гора. Там одни татары работают. Ну, Бегяши. Баня мы в этом районе. Да, сейчас каждый А район. почему? А что трудно? Это не трудно сделать. Это вообще не трудно. Баню сделать проще простого. Нет, замечательно, да. Ну, Пустует. Киширами. ну, слушай, а себе дай адрес. Да? Адрес наверх, а то вы с Юрьевой столько далеко. Вот, видишь, Соколиная гора? А почему знаю эти про это. татары, Знаешь это? почему эти татары не в Совете? Почему они не пишут Да. заявление? Вот их и надо притянуть. Вот сюда. таких людей Ну, надо. таких людей как раз и надо. Вот пусть Если да. ты их знаешь, Значит, то он ты им скажет, так в моей бане скидка Но мы вам. на следующий год стараемся их притянуть Да не на к следующий. Савантую Измайлова. Правильно. Да. Нет, Измайлов это все хорошо, но они должны и активистами быть. Нет, ну вот, нет, они в своем районе должны. Ну да, активно все, нет, работать. я про это и говорю. И Пусть они центральные там автономы самые такие продвинутые, да? Нормально. Конечно, по большому счету могут делать Да, что-то что такое. Вот. Но с другой стороны, вот это все должно работать. А директор бани тоже татарин? получается? Барсадан да татарлар, Барсадан. Это интересно, надо сходить. Надеюсь. Барсадан татар, Барсадан. Кресен бушка. Ресторан, Кресен бушка. Сергей Утырдың, ана сикиге индияны. Да, что ты хочешь? А и царь аракысы Волгаргатись, а как? Какой аракы? Нинди аракы. Там аракаём? Анда аракы не сидею. Ну, вот тем более. Теперь, Вот да. с такими надо дружить. Вот так. Самовар, это Слушай, да. они должны Я срочно стране. вступить в этот союз. Да. Чем останется? А потом вот центральная Думал, автономия, как Син предлагал, она же должна курировать все остальные автономии. Конечно. Она с ними должна Центральная, общаться. Да. Должна говорить, а тебе надо Да. помочь, давай поможем, что-нибудь тебе сделаем, да? Вот. Если там не работает кто-то, давай А выгоним Башлага Касялова постоянного. была. А? Башлага Касялова. Ну, Начальник. Башыктар. Алар анда ландары гына ишти. Ландары бар. ну вот так вот. Вот такие итоги. Яраталары. Да. Ну вот у меня Сулим Кемов. Вот борьбы. Атаса Кем. Блин. Вот. Процесс уже длится уже второй год, между прочим. По поводу членства. Несмотря ни на что. 5 дней в неделю Простейшие. баня для пенсионеров. Да?
не дешевый, не бесплатно, а... Ну, с определенной суммой. Да. Ну, так как бы. Было 3 дня. Я Понедельник, вторник, среда, а теперь все дни. Ну, мы, ладно, идем второй, я пойду. Баня. Я рад. Ну как махалка? Ну, один день можно на баню потратить. А как это? Сколько стоит? Ну, пойдем все вместе. 300 рублей, это 300 рублей пресса, это не большая сумма. Для бани 300 рублей, это если там сидеть сколько хочешь или как? Я представляю, сауну. Или 3 часа, допустим. Да сиди, Вот вот только утеплил, видите, сам у себя делал. сиди, пока Что там? обстак был масса. Ну, А лагерь. ну все, Олег, да. Олег, значит, вопросы все ответили, да? Мин хаманында соңғы тукталышта кителмәдем сөюдә ярышка урамын арыны ялгыз ураганында очрамыйсың хәтта ялгышта сагыныр булсаң төшләреңә керәм онытам дигән уйларыңны өзәм вакытларда вакланмыйча түзәм көтәм дисәң йөгереп киләм сагыныр булсаң төшләреңә керәм онытам дигән уйларыңны өзәм вакытларда вакланмыйча түзәм көтәм дисәң йөгереп Тукталышлар, сайын светофорлар, кызыл утлар, яна яшел утлар, урам чыгу, түгел сине көтү, кызыл утлар бушка гомер үтү. Сагыныр булсаң, төшләреңә керәм, онытам дигән уйларыңны өзәм, вакытларда вакланмыйча түзәм. Көтәм дисәң йөгереп киләм.